Селям алейкум, хайрлых шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 50 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и поддержать телеканал АТР. Вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы сейчас видите на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А этот блок я хочу начать со следующего информационного сообщения. Сегодня Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Такое решение поддержали 284 народных депутата. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. При этом оппозиционные партии поблагодарили Разумкова за работу, за то, что пытался прислушиваться ко всем фракциям и не дал свергнуть парламентаризм. Представители Батьківщины, ОПЗЖ и Евросолидарности выразили уверенность в том, что увидят Разумкова как самостоятельного политика в следующем созыве парламента, в отличие от представителей «Слуги народа». Сам же Дмитрий Разумков сказал, что принципы, с которыми он пришел на свой пост, остались неизменными, а вот «Слуга народа» изменил этим принципам. Вот его цитата. На жаль, сьогодні в цій залі я бачу вже інші очі. Вони сильно змінилися. Весь цей час я намагався зробити, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Якщо ми повернемося до принципів, то принцип демократії, до якого ми йшли, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону змінився на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям усе, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко отчитал спикера Верховной, уже экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявив, что тот уже не является членом «Слуги народа», и к его работе есть много вопросов. Ми не маємо у таких справах, у таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтеся це робити. Тому тут питання, чи можемо ми після цієї процедури залишитися. Скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що всі ці люди у цій залі вам довіряли 2 роки, але зараз ми не можемо вам довіряти. Цієї довіри немає. Фракция «Голос» также отреагировала на отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом на своей странице в Facebook они опубликовали заявление. И вот что говорится в этом заявлении. Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону. Ми ж у «Голосі» вважаємо, що відставка спікера – це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки. Лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно. Я рада представить гостя нашей студии Володимир Воля, політолог, експерт з міжнародних питань. Пане Володимире, вітаємо вас. Ассаламу алейкум. Доброго здоровья. Ва алейкум ассалам. Отставка Разумкова. Что это? Техническое решение противоречий, которые возникли между персонально Разумковым, с одной стороны, и Офисом президента. А какие такие противоречия? Я думаю, в первую очередь нужно говорить о неудовольствии со стороны Офиса президента по поводу того, что Дмитрий Разумков по ряду законопроектов имел свою позицию, и Офис президента рассчитывал на то, что спикер парламента будет просто техническим модератором работы парламента. А как? Да? У нас же плюрализм. Плюрализм, да, плюрализм. Но тем не менее у них же там выработаны свои принципы внутри фракции «Слуга народа». Да? Партия – это фракция. Пришла на выборы, если мы вспомним предвыборную кампанию 2019 года, так вот они все писали и
и в партийной программе, то есть та часть, которая избиралась по списку, и в мажоритарщики в своих программах четко прописывали, как клятву: мы все идем в парламент выполнять программу президента Зеленского. Поэтому сложилась реальная такая конфигурация, объективная сторона этого всего вопроса, что, естественно, те, кто попали в парламент, попали во многом потому, что победил Зеленский на президентских выборах, получил очень высокий процент голосов избирателей, и фактически на этой волне победы Зеленского почти все, кто зашли в парламент от партии «Слуга народа», то есть президентской партии, они зашли во многом и преимущественно, а может быть кто-то исключительно, благодаря вот президенту Зеленскому. В офисе Зеленского это четко акцентируют, и да, в каком-то смысле это бренд «Слуга народа», да? Это нельзя отрицать, это да, на самом деле так. С другой стороны, что мы имеем? Действительно, есть спикер парламента, и он тут мера соотнесения того, насколько он должен быть независимым и насколько он может возражать и в каких форматах свою позицию проявлять, если она не согласуется с позицией фракции офиса президента. Поэтому мы увидели конфликт. С одной стороны, вроде бы спикер должен быть равноудаленным. С другой стороны, мы увидели, Разумков как эксперт через некоторые вещи не может переступить. А вот, допустим, по поводу закона об олигархах, тоже считаю, что закон, он крайне непрофессионален. И тот, кто подсунул его президенту Зеленскому, это подобно тому, как кто-то устроил диверсию против Зеленского. Почему закон непрофессионален? Да потому что он игнорирует базовые вещи с точки зрения обществоведения. То есть, если вы кто учился в высших учебных заведениях, на гуманитарных факультетах или на правоведческих факультетах, прекрасно знают, что закон всегда нацелен на действие. Он регулирует отношения, поведение, он карает конкретные действия, которые не санкционированы, либо запрещаются законом. Закон не нацелен на группы людей. Вот. Кстати, это принцип, которого придерживается весь западный мир. И посол Канады неделю назад, комментируя наш закон об олигархах, так и сказала, говорит: я думаю, что закон все-таки нацелен на действия, а не на людей. Ну и кроме того, Европейская конвенция по правам человека, в ней статья 14, говорит о невозможности ограничения чьих-либо прав в зависимости от некоторого перечень критериев, в том числе от имущественного положения. Мы же с этим законом увидели, что кто-то решил нацелить закон на группы людей. То есть, грубо говоря, мы считаем, что это преступники, поэтому мы их будем регулировать, регистрировать. Да, я понимаю, но мы сейчас не о законе об олигархах, возвращаясь к предмету. Через это вот Разумков не смог тоже переступить, и я его в этом смысле понимаю. То есть второй момент конфликта – это профессиональная позиция. Да. Ну и третий момент конфликта. Все-таки, как бы там ни было, но Разумков действительно стал тем, кем стал, благодаря президенту Зеленскому. И, то есть я имею в виду не как эксперт, а как вот парламентарий, да, как политическая фигура. И что еще важно, я вот задаюсь вопросом, а где был Дмитрий Разумков, почему он молчал, когда в 2019 году вот этим полузаконным методом распустили тот состав Верховной Рады. Там была такая позиция пограничная. То ли есть коалиция, то ли нет коалиции. Я не сторонник был и критиковал предыдущую власть за то, что действительно коалиция, она непонятно какая. Но они говорили, ну есть же голосование большинства, да? Значит, коалиция есть, если голосовали, законы принимали. Поэтому я считаю, тогда Дмитрий Разумков не возражал, он понимал, куда он идет. Но, как я сказал, вот в итоге этот конфликт, такой клубок, да, разрешился тем, что в офисе решили четко следовать логике. Ты стал там благодаря мне, ты на выборы шел реализовывать мою программу, поэтому какие-либо шаг влево, шаг вправо, да, прыжки на месте и так далее, да, на самом деле расценили как фактор, который тормозит.
И я не исключаю, что турборежим в том или ином виде попробуют возобновить теперь со Стефанчуком. Но опять-таки того турборежима, который был тогда, тоже не получится возобновить. Кстати, потому что есть определенные процедуры, и я думаю, что негативы от этого турборежима увидели. Кстати, почему Разумков не возражал так серьезно против турборежима? Ведь турборежим – это тоже во многом нарушение многих регламентных норм по процесса, который регулирует процесс законотворчества. Так что тут вдруг дозрел этот конфликт. Но я думаю, что просто... Как это все теперь повлияет на внутриполитическую ситуацию, внутрипарламентскую ситуацию в Украине? Верховную Раду ждет какой-то турбулентный период? Исключать в перспективе нельзя, что кризис в Раде наступит. Что такое кризис в Раде? Это крушение коалиции. Раз, да, тут монобольшинства, вернее, простите, да, какой-то отток людей, это один из вариантов, да. Вот мы если посмотрим по результату голосования, то за отстранение Разумкова от ведения заседаний голосовало из 244 депутатов фракции «Слуга народа» 200. 6 проголосовали против. Сегодня мы видели за отставку Разумкова голосовали уже 215 «Слуг народа», 7 против. Да? И мы увидели этот феноменальный результат, говорили, не наберется, а 284 голоса. То есть фактически говорить о том, что коалиция посыпется, не приходится. Если предположить, что эти 6-7 депутатов это действительно те люди, которые голосовали не потому, чтобы голосовать против нужного президенту решения, а голосовали из солидарности с Разумковым, то есть те, кого можно назвать команда Разумкова, то даже если они покинут фракцию, все равно 244 минус 7 это не так много, даже если 10 уйдет. А покинут фракцию куда? В какое-то депутатское объединение Разумкова, которое он может создать? Да, может быть. Разумков же теперь будет работать как нефракционный, хотя тут тоже интересный момент, он то избирался по списку, по партийному, тут не урегулированный, но этот закон могут урегулировать этот момент, поэтому все может быть. И вот смотрите, дальше вариант, сценарий какой. То есть в любом случае краха монобольшинства нет. Более того, мы по этим двум голосованиям увидели монобольшинство плюс расширенную версию за счет снова за майбутнє и Довіра. Батьківщина голосовала, скорее всего, чисто из технических соображений. Это прием был технологический. То есть резонансно себя показать в этом, чтобы все обращались к ним за комментариями. То есть попасть в топ информационных этих обсуждений. И для этого они привлекли к себе внимание. Хайп поймали. Да, и второй вариант кризиса – это распуск. Но опять-таки рушится коалиция, уходят люди, и не удается собрать большинство новое, и тогда досрочные выборы. Да, но такой сценарий пока что выглядит маловероятным. Поживем, увидим, как говорится. Я предлагаю перейти к следующим не менее важным новостям, тем более, что с нами сейчас на прямой связи представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Пане Сергею, витаем вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Вчера в Украину с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. И, естественно, здесь возникает вопрос, а что по результатам переговоров с Зеленским мы сможем увидеть? Как вы думаете, обсуждалась ли эта пресловутая формула самого Штайнмайера? Я не могу сказать определенно, мне неизвестно, что они обсуждали, но я почему-то уверен, что как раз формула Штайнмайера не обсуждалась, поскольку все-таки президент Германии, скажем так, лицо более символическое, да, глава государства, и вряд ли обсуждались такие частности или могли обсуждаться. Уходит канцлер, действительно влиятельная фигура, которая может влиять на нормандский процесс. И я думаю, что все такие вопросы будут обсуждаться уже с новым канцлером и с новым министром иностранных дел. Штайнмайер сейчас прилетел, скажем, для участия в торжествах по случаю годовщины расстрела в Бабином Яру. Я думаю, что именно эта тема является основной сейчас на, скажем так, переговорах германской команды с нашей.
Тем более, что интересная деталь, я вчера обратил внимание, они его возили в Корюковку. С одной стороны, скажем так, трагедия не распиаренная, хотя действительно очень крупная, около 7 тысяч человек было расстреляно немцами. Я думаю, почему это было сделано, для того, чтобы показать и напомнить Германии, германскому руководству, которое часто страдает комплексами по отношению к России, которые якобы они причинили большой ущерб, большой вред во время Второй мировой войны. И напомнить и показать, кто реально пострадал во время Второй мировой войны, что Украина потерпела не меньше, а может быть больший, скажем так, ущерб от действий нацистов германского происхождения. Поэтому это, на мой взгляд, очень правильный был шаг. Я надеюсь, что он уложится вот в эту концепцию, которую недавно Зеленский назвал наглой политикой. А как вы считаете, эта концепция наглой политики, она сейчас правильная, справедливая? Вы знаете, даже по, скажем, опыту работы в ТКГ я понимаю, что бьют всегда слабых и давят на тех, кто позволяет на себя давить. Поэтому любая инициатива, любое проявление собственной позиции, жесткой собственной позиции, я считаю, может быть полезно. Естественно, мы будем учитывать интересы наших западных партнеров, в первую очередь Германии и Франции, действительно, поскольку без их дополнения, без их веса мы все-таки еще очень слабая сторона на весах переговоров с Россией, и нам очень нужна их поддержка. Но с другой стороны, мы должны, скажем так, проявлять свою четкую позицию и понимать, что у них тоже есть свои интересы, в том числе и в контексте конфликта Украины с Россией, конфликта на Донбассе. Поэтому мы должны использовать, скажем так, этот интерес и отстаивать нашу позицию. Некоторое время назад вы сказали о том, что в рамках трехсторонней контактной группы в Минске Россия сорвала переговоры по формуле Штайнмайера, что вызвало очень много эмоций и бурю негодования, я бы даже сказала, ведь стало известно, что все-таки в ТКГ формулу Штайнмайера обсуждали и начали говорить о том, что а как так, ведь формула Штайнмайера, в принципе, противоречит национальным интересам Украины, если мы решаемся все же ее имплементировать. И все же у меня здесь непонятно, формулу Штайнмайера все же обсуждают и планируют ее имплементировать? Или как происходят эти форматы и переговоры? Объясните, пожалуйста. Честно говоря, вы меня удивили сейчас, когда сказали, что это вызвало бурю каких-то комментариев и негодования, поскольку Украина официально взяла на себя обязательство имплементировать формулу Штайнмайера на Парижском саммите в 2019 году. В Парижском саммите Нормандской четверки, я имею в виду. Там записано это в решении. Да, но до этого говорили о том, что сначала решаются все вопросы по безопасности, а потом мы уже переходим к политическим вопросам и, в частности, формуле Штайнмайера. Но так как вопросы по безопасности и первый пункт Минских соглашений в виде прекращения огня не выполняется, и смысла говорить о формуле Штайнмайера нет, как говорили многие аналитики. Ваши аналитики не правы. Нужно говорить обо всем, скажем, по всем трекам вести переговоры параллельно. Другой вопрос, что начать действие формулы Штайнмайера или закон об особенностях местного самоуправления, уже принятый 7 лет назад, еще в 2014 году в Украине, я имею в виду особенности в ОРДЛО, должен начать или может начать действовать только тогда, когда действительно будут выполнены условия по безопасности. Но говорить о переговорах по этому вопросу, я не вижу в этом проблем. Мы должны вести переговоры. Таково наше обязательство по Минским соглашениям. Там образованы 4 рабочие группы, одна из них по политическим вопросам. Сами переговоры называются политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Поэтому было бы странно, если бы политические вопросы не обсуждались. Другой вопрос, что, к сожалению, они не могут обсуждаться продуктивно, пока Россия не признает себя стороной конфликта. Но мы, скажем, пытаемся вести этот диалог и склонить к России к конструктивному обсуждению действительно политического урегулирования этого конфликта. Поэтому формула Штайнмайера обсуждалась действительно. Вернее, я бы даже сказал, обсуждалась не формула Штайнмайера, поскольку ее текст был утвержден на Нормандском саммите, а обсуждался вопрос ее включения в закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Заключительные, скажем, статью. Мы обязаны
согласовывать согласно Минским соглашениям, проводить консультации и согласования с представителями ОРДЛО по вопросам выборов и особенностей местного самоуправления. Формула Штайнмайера относится к вопросам выборов. Поэтому мы проводили такие консультации. Когда в прошлом году украинский парламент принял постановление Верховной Рады о проведении местных выборов на подконтрольной территории, Россия заблокировала все переговоры в политической подгруппе, в том числе обсуждение поправок к закону об особом статусе, которые предусматривали возможность, скажем, имплементации формулы Штайнмайера. Мы не отказываемся от этого, но с тех пор Россия блокирует этот процесс. И сейчас, скажем так, России это выгодно для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении своих обязательств по Нормандской четверке, по саммиту Нормандской четверки в Париже, и таким образом заявить о нецелесообразности проведения очередного нормандского саммита, поскольку Украина якобы не выполняет своих обязательств по прежнему саммиту. Поэтому сейчас происходит вот такая странная активность. Но я вам откровенно говорю, Россия потеряла интерес абсолютно к формуле Штайнмайера, поскольку, наверное, кто-то все-таки прочитал ее наконец-то и понял, что она ничего России не дает. Формула Штайнмайера в очередной раз подтверждает, что выборы на оккупированной территории должны пройти в соответствии с Конституцией Украины, в соответствии с законами Украины и в соответствии с стандартами ОБСЕ, которые предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы. Да, это мы знаем. Единственный здесь вопрос, это происходит после установления контроля Украины над украино-российской границей и верификации территории или до? А что это? Политическая часть выполнения формулы Штайнмайера. Вот те пункты формулы Штайнмайера, которые вы перечислили. Формула Штайнмайера касается выборов. Да. Проведения выборов. То есть в день выборов закон об особом статусе вступает в силу временно, после того, как ОБСЕ признает их законными, демократичными на постоянной основе. Но, еще раз, выборы в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины и стандартами ОБСЕ могут пройти только на территории, которая контролируется государством. Поэтому выборы в любом случае пройдут только после того, как оттуда будут выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, когда мы будем контролировать территорию и, соответственно, границу. Вот тогда там могут пройти выборы. Да, и теперь тогда понятно. Может вступить сначала на временной основе, а потом на постоянной, если ОБСЕ признает выборы демократичными, закон об особом статусе. К сожалению, пока что я такой перспективы не просматриваю. Да, теперь понятно. Спасибо, что разъяснили. И, пане Сергею, вот такой еще вопрос. Мы видим, как Россия блокирует, а точнее отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ в некоторых частях оккупированной территории Донецкой и Луганских областей. Мы видим, как вы говорите, что Россия постоянно блокирует сейчас какие-либо инициативы и переговоры. Мы видим такие откровенно враждебные заявления со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который говорит о том, что нужно размещать уже российские зенитно-ракетные комплексы на украино-белорусских границах. Мы видим массовую паспортизацию жителей ОРДЛО и их привлечение на выборы в Государственную Думу России. К чему это все? Стоит ли нам ждать какой-то серьезный удар в ближайшей перспективе от России? Я думаю, что это скорее как раз действие России на упреждение возможности украинского удара. То есть Россия фактически консервирует в одностороннем порядке этот конфликт в таком виде, в котором он есть сейчас. Поскольку она потеряла надежду на возможность политического урегулирования на ее условиях в рамках Минского процесса. Поскольку Украина в Минском процессе не соглашается на субъективизацию ОРДЛО, и президент Зеленский уже неоднократно заявлял о том, что этого никогда не будет, я имею в виду субъективизация ОРДЛО. Поэтому мы добиваемся все-таки признания России ее как стороны конфликта и введения с ней уже конструктивного диалога об политическом и других видах урегулирования этого конфликта. То, что сейчас происходит, скажем так, оно укладывается в общую стратегию России, создание Украине кольца проблем, в том числе и на Донбассе, с помощью которых она пытается принудить нас все-таки в конце концов пойти на ее условия разрешения конфликта, то есть на субъективизацию ОРДЛО, и после этой субъективизации, естественно, имплементации вот этих ДНР, ЛНР, так называемых, в политическое тело Украины, через них управление фактически Украиной, то есть лишение Украины независимости. Вот сейчас все делается, я вижу, для этого.
Но я уверен, что наши власти прекрасно понимают последствия таких действий, поэтому вряд ли они, скажем, смогут добиться своей цели, я имею в виду Россия. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсаголно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Гармаш, представник української делегації в трьохсторонній контактній групі, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, що скажете? Что я скажу? Ну, По формуле Штайнмайера. не соответствует национальным интересам текст Минских соглашений, а именно те моменты, которые касаются особого статуса. Этот особый статус закреплен в этом 7-летней давности законе о самоуправлении. Да, местном самоуправлении. Формула Штайнмайера вот эту зраду запускает. То есть внесение формулы Штайнмайера, она запускает. И да, речь о границе, о возвращении контроля над границей и запуске особого Но видите, пан статуса. Сергей говорит, что выборы могут быть только на подконтрольной территории Украины. Соответственно, могут быть, это но исключает. подконтрольная и неподконтрольная, там главная проблема – это особый статус. Если вы посмотрите закон об особенностях местного самоуправления, там и народная милиция, и так далее. То есть все важные пункты для России, пункты субъективизации этой территории. Да, по украинским законам, но украинские законы, Украина должна принять законы согласно Минским соглашениям, особые для проведения выборов. Да, в целом это будет выглядеть по украинским законам. Но вот эта формула запускает вот эту зраду, которая содержится в Минских соглашениях и которая потом оказалась, даже после первых Минских соглашений, оказалась в тексте этого закона, утверждена Радой. Да, после того, как будут выведены разные иностранные эти, так они говорят, иностранцев нету. Вы понимаете? То фактически этот закон, действительно, он нам не выгоден. И чем опасна формула Штайнмайера, что это пусковой крючок для вот этого особого статуса. Называть его можно по-другому, особенности самоуправления или особый статус, или по-разному можно назвать. Но это один черт. Или, пардон, почти одно и то же, да? В разных вариантах. Потому что он учитывает параметры этого самоуправления, на которых настаивает Российская Федерация. Поэтому субъектность можно по-разному демонстрировать. Можно постоянно, гоняясь вдогонку, реагируя на Россию, а можно что-то предложить. Вот что-то предложить у нас пока ничего не предложили. Вот, кстати, я это и хотела спросить. А есть ли сегодня какие-то механизмы, которые позволили бы развязать этот Гордиев узел и каким-то образом урегулировать? Есть, открывается окно возможностей, но пока что я не вижу таких признаков осознания этого в тех людях, которые занимаются ТКГ, которые занимаются внешней политикой, но сейчас окно возможностей для этого открывается. Так не где? одно. С точки зрения международного права и реальной ситуации, как она... Политика, искусство возможного в определенных обстоятельствах, обстоятельства изменяются. А И вот, сейчас, кстати, канцлер Германии сейчас меняется. Это повлияет на нормандский формат? ну, в каком-то смысле и да, и нет. Кстати, по поводу формулы Штайнмайера, да ничего плохого в этом нету, чтобы судить со Штайнмайером формулу, которую носит его имя. Он все-таки один из авторов этой формулы. И он один из тех, кто причастен был к Минским соглашениям первым, вторым участникам и остается еще при власти. Меркель уходит, все, на самом деле Штайнмайер еще хоть какую-то должность в немецкой власти занимает, да? Поэтому, что касается Меркель, действительно мы теряем важного, эффективного переговорщика для нас, переговорщика с Путиным. Да, мы не получили того, что хотели в идеале, но тем не менее мы должны понимать, что позиция Германии была одним из тех факторов в сентябре 2014 года, почему вот эти вот так называемая армия Новороссии, где много было россиян, да, не захватили Мариуполь и не пошли дальше. То есть это было остановлено, в том числе благодаря позиции Ангелы Меркель. И это тоже очень важно. Сейчас что мы имеем? Тут мы видим, что процесс, то есть Минские соглашения, они стали очевидно неинтересными и надоевшими всем. Казак это говорит, да, или Козак, который тут, я несколько раз читал, Грызлов говорят, а Минские соглашения, они на месте. То есть они их уже фактически, вот ритуально за них держатся,
и делают свои дела. Я уже говорил несколько раз. Фактически мы сейчас Но это имеем... все игра в процесс. Нет. Фактически мы под прикрытием вот этих недействующих соглашений, которые России тоже выгодны, имеем, что с начала этого года в полный рост на территории ОРДЛО происходит аннексия, ползучая. А у нас все обсуждают формулу Штайнмайера в трехсторонней контактной группе, которую не знают, куда прилепить. Формула, которая, как и Минские соглашения, сами по себе оказались с дефектом конструкционным изначально. У нас все так же продолжают. Это ритуальные уже заседания. Слушайте, это ритуализм, который действительно не отвечает этим всем интересам. Россия, они же, понимаете, в политике нужно уметь слушать. Россияне говорят, ну, это безальтернативные Минские соглашения. А кто альтернативу предложил? Где с нашей стороны альтернатива? Мы вместо этого имеем ритуальные выступления, ритуальные встречи, ритуальные звонки, ритуальные заседания. Ну, тут вопрос. Или вы будете что-то новое предлагать, да, альтернативу, или что-то Но делать? альтернатива так или иначе должна быть согласована со всех сторон, правильно? Ну, сначала она должна появиться с украинской стороны, она должна выглядеть хотя бы процентов Ну вот на предлагали 70-80 Соединенные Штаты Америки, Это не Британия. альтернатива, вы понимаете? Альтернативу Минским соглашениям. Не составу. И не может возникнуть новый формат из Минских соглашений. При Минских соглашениях. Потому что формат и текст, они очень тесно взаимосвязаны. Этот формат 4 плюс США, да, нормандская четверка плюс США за рамками нормандской четверки, этот формат породил Минские соглашения. Попытаться запустить новый формат можно, предложив альтернативу Минским соглашениям и попытавшись собрать новый формат для обсуждения какой-то альтернативы. Пока это не будет сделано, и то это тоже еще надо очень много нюансов учесть для того, чтобы рассчитывать хоть на какой-то успех. Но у нас пока что мы видим, что паспорта. Да что такое паспорта? Да российских паспортов везде полно. Вы понимаете, за это зацепиться невозможно. Голосуют. А чем голосование в ОРДЛО отличается от голосования на российских выборах в Киеве, Харькове, в Одессе? Чем? Тем, что понятно, что там конфликтная территория. Но, И вывозят людей в Ростов-на-Дону. Возят в Ростов, ну так, елки-палки. И в Венгрии ездили через границу голосовать. То есть это не преступление с точки зрения международного права. Мы можем к этому крайне негативно относиться, но граждане России, куча паспортов голосовали на российских выборах и в Китае, и в США, и так далее. Да? Но тем не менее, это невозможно за это, вы понимаете, за это невозможно ухватиться для того, чтобы застопорить, одернуть Россию или как-то привлечь ее к какой-то еще хотя бы символической ответственности. Пане Володимире, продолжая тему безопасности, я хочу перейти к теме энергетической безопасности, потому что не менее важный вопрос. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко убежден, что остановка «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь санкции в отношении оператора «Северного потока-2». Давайте его послушаем. «Газпром» припинив транзит газу через Україну в Угорщину, незважаючи на заброньовані потужності до 30 вересня 2022 року. «Газпром» має таке право за контрактом не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але разом з тим оплачувати ці потужності. Ми публічно і непублічно попереджали наших партнерів у Німеччині і США, що так може статися і що припинення фізичного транзиту через Україну створить величезні загрози для України і Європи. Кремль це робить спеціально. Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против Северного потока-2. Вот что сказал Шмыгаль подробнее. Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію потоку. Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні мінімум на 15 років рівня транзиту, які існують сьогодні. Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Так. Чуєте, пане Сергію, алло?
чую. Доброго Да, доброго вечера. Пане Сергею, какова вероятность того, что после 2024 года транзит газа через Украину, через нашу ГТС будет сохранен? Или же, если мы говорим о том, что Северный поток-2 в ближайшей перспективе, а именно через полгода уже запустят, то после 2024 года наша ГТС может превратиться в индустриальную руину? Если запускать под третьим энергетическим пакетом, то довольно велика вероятность сохранить определенные объемы на минимальном уровне, на котором есть. Алло. Пане Сергею, Допустим, если будут пакета распространить Северный поток-2, то вероятность сохранения Украины транзита довольно велика. Но минимально. я так поняла, что да, у нас, к сожалению, я просто очень плохо слышу, прерывается связь, но я так поняла, что речь идет о третьем энергетическом пакете. Если Европейский Союз будет придерживаться норм третьего энергетического пакета, то после 2024 года какой-то транзит газа через Украину, а именно объем газа какой-то все же сохранится. Но здесь, естественно, возникает вопрос, учитывая тот искусственный дефицит газа, который сегодня создан Россией на европейском рынке, не заставит ли Европейский Союз в какой-то степени отказаться от норм третьего энергопакета и сказать, нам холодно, запускайте через Северный поток все, что может? Я думаю, не откажутся от третьего энергетического пакета. Наоборот, Европейский Союз, его граждане, его предприятия почувствовали крайний дискомфорт от того, что произошло с ценами. 5 государств Евросоюза требуют расследования. Угу. Путин оправдывался вчера, кстати, по Сколько поводу... там, кстати, уже? $2000 за 1000 кубометров? Ну да, до 1900 с чем-то. Потом, после того, как Путин заявил вчера, что поможем как сможем, да, на $700 сразу цена упала до 1000 с чем-то там тут. Ну, Путин вчера сказал, ну, там дешевле штраф заплатить, чем транзитировать через Украину, что-то такое. Ну, сказал, ну, мы будем выполнять. Поэтому тут с точки зрения вот как бы к чему апеллирует сейчас Москва, что вот венгры, это же венгры договор подписали. Да. Это же не мы, это же они, да, маршрут согласовали. Поэтому какие претензии? Ну а что касается вот Европы, то я думаю, что Украина должна использовать вот это все для того, чтобы подчеркивать еще раз коварство и лукавство Москвы. Что не просто третий энергетический пакет нужно использовать для сертификации этой трубы и для определения функции, для регулирования деятельности этой трубы Северного потока-2. Но и нам нужны реальные предохранители против таких коварных, лукавых шагов. Так, и что это может быть? С Венгрией, ну я говорил уже в эфирах у вас, это нужно еще более твердо требовать создания политика правовых механизмов, международно-правовых механизмов в виде соглашений с конкретными странами. У нас есть страны, через которые проходит газ, которые союзники, да, российский газ. Это Германия, вот с Германией в первую очередь, Турция, с Турцией соглашение, Болгария с Болгарией по поводу того, что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств они перекрывают трубу. Но мы должны прописать эти обстоятельства. Ну и, конечно же, вот то, что касается бирж, мы должны пересмотреть. Кстати, по поводу политики международно-правовых механизмов. Пан Сергей к нам вернулся. Давайте его подключим, а потом к международно-правовым механизмам вернемся. Пане Сергею. Алло. Да, слушаю вас. Да, слышите сейчас? Алло. Да, сейчас я вас прекрасно. Да, сейчас мы тоже вас прекрасно слышим. Пане Сергею, если я правильно вас поняла, вы говорили о том, что если Европа будет придерживаться норм третьего энергетического пакета, то все же какой-то объем газа через Украину после 2024 года сохранится. Правильно я вас поняла? Да, высока вероятность, что да, будет сохранен объем газа через наши... На минимальном уровне, но он, в принципе, сейчас на минимальном. А скажите, а если мы говорим о том, что сегодня Россия уже шантажирует Европейский Союз и искусственно создает дефицит газа на ее рынке, не может ли это заставить Европу в какой-то степени отказаться от норм третьего энергопакета? Нет, не может.
Там подключены, вот это как раз механизм, который зависит практически от всех стран Евросоюза. Там подключились Польша, еще несколько стран категорических противников третьего энергетического пакета. Я думаю, что это позволит додавить сертификацию таким образом, чтобы были распространены требования третьего энергетического пакета на Северный поток-2. Правда, России там будут возможности немножко поманеврировать структурой субъектности, то есть там необходимо будет либо продавать «Газпрому» свою часть акций, либо акции этого самого оператора с СП2, либо подключать независимых поставщиков, каким-то образом там, это маловероятно. Скорее всего, это приведет к сохранению транзита через территорию. Когда примерно может запуститься «Северный поток-2»? Сертификация 6 месяцев. Технически и технологически, скорее всего, «Северный поток» к тому времени будет готов к полноценному запуску. Если запускается «Северный поток-2» и какой-то объем газа через Украину сохраняется, то какой это объем газа? 50%, 20 тысяч кубометров? И сколько Украина потеряет в цифрах? Украина может использовать ГТС в направлении восток-запад для транзита при минимальных объемах 40 миллиардов кубических метров, при нынешних. Тогда есть возможность при эксплуатации в прямом направлении, это восток-запад, зимой снабжать восток Украины газом. Проблема в том, что там используется замещающая схема, то есть у нас же хранилище на западе Украины. Если компрессоры создают давление компрессорной станции с востока на запад, то мы не можем с хранилищ поднять газ для восточных регионов. Поэтому отбирается с транзитного объема газ для восточных регионов и компенсируется с хранилищ в такой ситуации. Если же не будет транзита, для этого нужно хотя бы 40 миллиардов. Если их нет, то мы не сможем зимой снабжать наши восточные регионы, и надо будет разворачивать нашу газотранспортную систему на рельс, чтобы это сделать зимой. Поэтому минимальный технологический объем газа для нас это 40 миллиардов кубических метров, это то, что сейчас. Так а где брать после 2024 года половину? Если не будет транзита, надо будет разворачивать наш ВТС в рельсный режим. Если не будет достаточных объемов. Да, я поняла. Это, в принципе, в этом вся фишка. Заключив соглашение, там был практически прекращен транзит через территорию Украины на основании нового соглашения с Венгрией, которое уже начало действовать. И это прямой путь, чтобы мы испытывали серьезные проблемы зимой с газоснабжением Востока. Собственно, в этом проблема, потому что по деньгам мы не проигрываем. Нам будут платить. Но придется нашу систему разворачивать, и тогда мы сами откажемся, получается, от транзита. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсаглен, що підключились к нам і відповіли на наші вопроси. Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, буквально 30-40 секунд до завершения нашего эфира вы говорили о международных правовых механизмах. Да. Что мы можем сказать? Во время встречи со Штайнмайером президент Зеленский заговорил как раз о необходимости четких международно-правовых механизмах. Я надеюсь, что речь идет как раз о соглашениях, подобных тому, что я говорил. Поэтому я думаю, что этот вопрос нужно решать и оформлять документально в виде обязательного к исполнению документа. И такой обязательный документ становится еще более актуальным в связи с этим венгерско-российским контрактом. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсаглен, що приїхали к нам в студію, ответили на наши вопросы. Володимир Воля, политолог, эксперт с международных питань, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 4-5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационно-аналитическая программа «Бугунь». Только в этой студии вас уже поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Не пропустите, будет интересно. Кошкенч.